чисто. Сан-Латинской консерватории имени Курмангаза. Жазықсызды жұбататын жан бар ма? Мынау мұрт жалғанда түймедей хәлім түйедей болып, ноқаттай қабір күйедей болып, ит айтақтап соңынан қуып шықты ақыры. Ащы запыран кенделіктің өңешке артына ашып күлетін ағайын қалдаяқтың баласы. Не оқу жоқ, не тоқу жоқ, қаңғып қалыпты емес пе? Бәріне қолымды бірақ сілтеп қайтсам ба екен ауылға. Бірақ анашыма не айтам? Анашыма не айтам? Оңып тұрған түрім жоқ, қасы көзім күлімдеп, жәкені алып жүр саған бері түгім жоқ. Қайын теді өзі? Неткен өзі тағысын, түрінің жаманындай. Неге сонша шошырсың? Жоқтығыңнан ақшаңы келіп тұрма намысың. Өзіңдей жас жігітке балашай, ол бір айып па? Құдайым ол, неткен жасы жатса, менен мүлде жүргенің үшін алса. Таза шойнамас болар тұрмадан. Кім болды екен жан дүниенді болғаға? Оқсамайсың ке жүргеден жектіге? Әлде сүйемізін тастап кетті ме? Қапынан кеттеген соң, ит те кетіп тынады. Иә, дұрыс. Айтқан сөзінің аты тамағына жоқ болмайтын тамағымен талшығы. Ит екенін сол айтқан біз боламыз қаншығы. Аңғы айтып қалыптың. Ашулауға ақыл сонда демекші, айыбымды жаңалықтың. Өзінде бір жерін дейін жақсы болмай қойдың жақсы. Оқасы жоқ. Біз бәріне көнгенбіз. Көне жүріп көп нәрсені көнгенбіз. Келгеніне қасына үрікпе де шошыма. Түскен екен ортпалық басына. Түнірме де жасыма. Тақ шіркін, не еткен сөзге еттедің. Алдағанға баладай сене қояр деп пе? Байқадым-ау, байқадым. Аз ұрыттыр шайтанын. Ерегесен менімен бүгінді пайымдап ертеңді айтайын. Бірақ амалым қанша сөз беріп сайтанның есерімді қайтарды. Ерегескеп жөнінеміз, еркеміз мен емес. Тоқта. Қалта түгін қағайын, қалауыңды табайын, қажетіне жарайын. Балыңдашы жарқыным. Айғайлама ақырын, қалтаңдағы бақырын балашуға тұрмайды. Дененде жоқ шөкімет, жеп қойған ба үкімет? Жоқ, жаратқанда мың шүкір, әкем де тірі, шешем де тірі. Алатын ше. Затым қазақ, атым Шәмші. Азан шақырып қойған атым Жәмшит. Әкел онда қолыңды балашып берейін. Айқыш-айқыш сызық алақанын толықтыр. Өмір жолын ұзақ әрі бір алаң. Бір тәңірден сұраған тілегіне шашқан талып жетесің де дүниеден өтесің. Пайғамбардың жасына жете алам ба? Соны айтшы. Адамда екі ғұмыр бар. Бірі арман, бірі жалған. Арманы аңның жалғаны жарықпен де асқа далауына уақыттың
ауылына бақытты. Бұл дүниеде оңалмайсың десеңші, тұғырына қона алмайсың десеңші. Ауылханан айтып тұр, үй ішінде затың болмаса да, ел арасында айтып қалады. Айтпақшы, сен ән шығарасың ғой, ән айта аласың ба? Әуелі менің сауалыма жауап бер. О, не еді? Атыңды айтшы, аруым. Атым ба? Атым менің Изольда. Изольда? Изольда. Неткен ғажап есімет, әндетіп де, әуендетіп тұрғандай, сағынышта, бағынышта мұң бардай. Ал енді менің тілегімді орынды. Қандай тілек? Әнде. Ой, ән дегенің ләззат қой, азап емес. Ән салмаған қазағың қазақ емес. Жарадың, шамсы жарадың, осы ма сенің бар әнің? Қорлан ба? Қорлан менің әнім емес. Естайдікі ерте өткен. Адал, абзал махаббатты серт еткен. Күз келген ау шамасы, түнеріп тұр аспан мен жер арасы. Жүрек сыздап, көңіл шербін құлазып, асқынады ау енді жаның жарасы. Бір маза бар ма көлікте? Әлде уайым жерінде? Әлде мұң бар ма көңілде? Әлде бізден сені кейіндерінде? Жоқ, оны қайдан шығардым? Қайда сені көріп қуандым. Неге саған соншалықты іңкәрмін? Неге саған соншалықты құмармын? Әміріме тәңірдің, құлқым әлде Құдайдың. Мен де сені жақсы көріп өлердей. I'll let you
Завтра с восходом солнца мы покидаем казахскую землю. Вы решайте, отправитесь ли вы с нами или останетесь. Решайте! Жерге жабыртым болды, сабай болды, жапырақтар табады. Көбейіп жүр күрсініп, басқымайды, жүрегімді күрсініп. Не дейсің деп езілді? Я, мен де естідім сол ақ болғансын сол. Төркінімен қоштасқандарыңыз көркем, жол жақта жылжаймыз ғой біз ертең. Қамыр көші енді ғадемет дейді. Ұзайтығын шығармыз. Бұқар, Харшы теңізге, одан әрі адысқанға шатысқан, Ауғанстан, мүмкін Пәкістан. Ал сен ше? Мен... Шамс, неге үнсізсің? Ерер едім соңынан, ұстар едім қолынан. Бірақ қалай кетем жат елге, белгісіз бір мекенге. Маған қарасы айтпай ма, асып берген анам да, әруақтай әкем де. Елім тастап кетті деп, жерім тастап кетті деп. Құдайым-ау, осы да үлкен қатерме, қиналасың бекерге. Мына жатқан жұмыл жер алдыменен тәңірдікі, содан соң пенделікі. Пенделік емене. Өз-өзіңді жек көрсең, шекарамен шектелсең, шын азаттық шекарада жиналмас. Тәңір бек, несібеден қорғалмас. Ап кетем ғой ауылға, ап кетем ғой далаға. Шамс, ақылына келсен етті шамалы, өз-өзіне сенсен етті шамалы. Кімнің сонда қолында қыз обалы, сыған қыздың обалы. Не дейсің енді Изуата? Азат басым, азат менен, тозақтың болмайды тонапан. Жолымыз бір болғанмен, жүрегіміз бір болғанмен, жолымыз бір болмайды. Сырты жабылған, шығарма. Кім түсінер жағдайыңды пұшырма. Сен азатсың, ал мен тұтқынмын. Тұңғысымнан салған көкке самғап шықты. О не дегені Шамс, сенде қайрат та, жігер де бар, тулаған қаны бар, тұлпардай балқыған. Кім тұза басыма, мойыма жасыма, жігіт болсан.
А теперь встречаем бурными аплодисментами фокусник-иллюзионист Рамиль Якупов. Раз. Спасибо большое, дорогие дамы и господа, всем добрый день, друзья. Очень быстро, вкратце расскажу о себе. Дело в том, что я главный мошенник, волшебник Караганды, друзья. Сегодня будет все по-настоящему огненно, но только под ваши громкие аплодисменты. Удивляться готовы? Когда такие вещи показывают, всегда все боятся, ты же аферист, мошенник и так далее. Друзья, давайте так, сейчас проверим интуицию. Дорогие гости, как вы думаете, какого цвета предмет в пакете? Это не iPhone, сразу говорю. Пару вариантов. Черный. Еще пару цветов. Черный. Да, друзья, с натяжкой, в принципе, все угадали. Здесь у нас кубик Рубика. Друзья, кто-нибудь разбирается? Как вы думаете, какой мировой рекорд по сборке? Сколько секунд? Разбираетесь, да, друзья? Это правильно, 3 секунды только для вас. Вы готовы, друзья? Не моргайте. Уникальная штука. Разобранный кубик помещается в бумажный пакет. Затем я щелкаю пальцами. И что происходит? Он полностью собирается. Абсолютно. А второй? Как еще раз? Второй? Я для вас написал уже ценного. Тут нет второго кубика, я же говорю, да? Потому что наш пакет абсолютно пустой. Спасибо. Да, друзья, это опять же сенсация с мошенниками и так далее. Давайте проще. Без пакета примерно за 13 движений. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И левая сторона. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Собрался? Хотя бы одна сторона есть? Добрый вечер. Так, сколько не хватает? 6. В одно движение справится только фокусник. Если кубик правильно вот так подбросить, он точно так же полностью собирается. Спасибо. Вы, друзья, знаете, как фокусник, как артист, мне важно, чтобы в выступлении был баланс, чтобы из гостей, из моих зрителей никого не обидеть, чтобы все было честно. А вы говорите, там вместо айфона держите, спасибо большое. Да. Идем далее. Сейчас мы сделаем очень просто. На следующий фокус мне нужна очаровательная ассистентка. Возможно пригласить ко мне на сцену? Вот самый громкий аплодисменты, конечно. Пойдемте ко мне. Так, вопрос такой риторический. В принципе, всех же знаете, да, по именам? Всех. Давайте так. Назовите, пожалуйста, имя того человека, которого вам не жалко. Так, под раздачу попало, да? Скажите, пожалуйста, у вас есть любая купюра? 1000, 2000 наличка, друзья, у кого-нибудь до конца выступления, не переживайте, любая. Я понимаю, век Каспида. Да. Чем больше купюр, тем круче будет фокус. Я вернусь все, не переживайте, про телефон тоже помню. 2000. А как зовут? Оксана, 2000. Пятера нету, да? Да. Ладно, какие деньги, такой фокус? 2000, да? Держите 2000. Оксана, чтобы вы сейчас не подумали, что какой-то мошенник пришел. Я свои деньги тоже достану, свои деньги от 200 тенге. Сейчас будет шок. Держим, пожалуйста, левой рукой. Это важно. Левой. Ага. Давайте поменяемся, так будет лучше. Держите, ага. А сейчас, вопрос, хотите я вашу 2000 увеличу сейчас? Хотите? Смотрите на купюру. Оксана, и ваши 2000 просто увеличиваются, гигантские становятся, да? Поехали. Делаем такое движение. Пополам сложили купюру. Прям двумя руками можно. Еще раз пополам. Еще раз пополам. И в такой прямоугольник сложили, да? Теперь купюру пальчиками правой руки берем. Правой. Левый кулак вперед вытягиваем. Погружаем купюру в кулак. Потом дуем на кулак. Ага. И показываем, что деньги исчезли. Открывайте руку. Не получилось. Ну ладно, представьте, спасибо большое. Проводим, да? Спасибо. Почему так тихо? Можно поаплодировать? Это у нас честная магия. Друзья, поаккуратнее, да, это волшебная кишечная палочка на самом деле, да. Идем далее. Ну, и вопрос, вам ваш iPhone нужен, да? Давайте так, с помощью фокуса вы его отвоюете, точно так же со мной на сцене. Почему так тихо? Пойдем, не будем максимально честно. Я же, опять же, только на доверии. Вопрос, скажите, пожалуйста, в карты играть умеете?
Совсем нет? Давайте сделаем проще. У меня есть для вас колода карт. Пожалуйста, перетасуйте тщательно, прям перемешайте, как умеете. Они все разные. Суть фокуса такая же, как с деньгами. Повторяй за мной называется. Вот так держим карты. Готовы, да? И делаем такую пружинку. Хоп. Я, наверное, слишком быстро показываю. Давайте я так остановлю, там вы продолжайте. Давайте так. Ничего страшного, я просто лежать не понимаете. Есть у нас колода карт, опять же, да? Если мы берем настоящую, и есть выбора побольше, давайте так. Сейчас это будет не фокус, это будет настоящий цирковой номер, друзья. 50 вариантов у вас будет все максимально честно. Я листаю, пожалуйста, на любой скажите мне стоп. Запомните карту. Есть? Всем залог пишу, друзья. Цифра, картинка не важно. Главное, сами запомнили, да? Все. Держите колоду, пожалуйста, замешайте тщательно, потеряйте карту в колоде. Надеюсь, сейчас получится. Ну, говорю, пожалуйста, нам любой фрукт вслух называйте. Яблоко? Может, не яблоко? Что, яблоко оставляете, да? Друзья, вы знаете, кто-нибудь когда-нибудь скажет лимон, это будет классный фокус, но, видимо, не сегодня. Давайте мы сделаем проще. Вы свою карту помните, да? Самая основная часть фокуса. Колоду карт в левую руку крепко хватайте, сжимайте, ага. Лимон в правую. Вам так нужно простоять до конца фокуса минут 15. Сейчас объясню. Скажите, пожалуйста, ваша карта это... Сейчас. 8 Бобби? Не угадал? Попрошу. Лицом у меня встаем. Колоду карт не запускайте. Лимончик, пожалуйста, двумя пальчиками так хватайте. Ну вот так ставьте на голову. Держите, не бойтесь. Не бойтесь. Сейчас я соберусь. Сейчас. Проверьте, пожалуйста, над перед фокусом. Вот эта повязка, она не просвечивает, плотная. Не бойтесь, не бойтесь. Вы будете в полной безопасности. Я шучу на самом деле. Лимончик опускаете, а колоду карт вот так веером раскройте, пожалуйста, карту чуть-чуть. Не бойтесь, я вас ничего бросать не буду. Так, веером, ага. Вам сейчас нужно будет. Я кричу слово «бросайте», вы кидаете всю колоду карт примерно вот сюда наверх, а я ножом вслепую ловлю только одну вашу карту вот сюда. Потом я подойду к вам, сделаю туда заднее сальто, потом вы сделаете заднее сальто, потом нам поаплодируете. Готовы? Не бойтесь, все будет честно. Аплодируем, друзья, да? Поддержим. Не бойтесь, не бойтесь, я вас ничего бросать не буду. А почему? Вы боитесь? Нет, я вас ничего бросать не буду, все минимально, экстремально. Вы сможете заместить, пойдемте ко мне. А вопрос, вы карту помните свою? Так, держите колоду карт для вас. Так, лимончик вправо, держим. Суть ясна, да? Лимончик держим, карту так веером раскрывайте, пожалуйста, полувеером, готово. Чуть-чуть раздвинуть. Я кричу слово бросайте, вы кидаете, хорошо, я ловлю. Карты вот сюда. Лимон держите, карты бросаете. Да, целиком вот сюда. Сейчас, секунду, я соберусь. Сейчас. Наши гости готовы? Готовы? Колгашки готовы? Бросайте. На счет 3. Раз, два. Сейчас, соберусь. А что вы смеетесь? Сейчас. Раз. Где карты? Так, я что не сказал? На счет 3 бросаем, да? Я не сказал на счет 3? Так, вопрос. А вы карту помните свою, да? Видели тоже, да, в принципе? Вы знаете, мы не подставные, все честно, потому что на самом деле лимон был небольшим предсказанием. Пожалуйста, сами пополам доломайте его. Внутри будет кое-что интересное. Одна карта. Доставайте сами, пожалуйста. Если это ваша карта, зал просто взорвется аплодисментами. Это будет король пики? Это будет король пики? Король пики. Конечно. Спасибо. Карта вам на память, спасибо большое. Да, сейчас, друзья, сделаем так. Опять же, небольшое шоу интуиция, проверим уже мужскую. Вас как зовут? Анатолий, скажите, пожалуйста, я вам ничего не платил, мы не в сговоре, да? Честно все. Анатолий, пожалуйста, никому не называйте в зале. Любое число от 1 до миллиона загадайте в голове, хорошо? Любое. Загадали? Так, Анатолий, мне кажется, вы сейчас меня пытались обмануть, загадали маленькое число. 4, да? Вы же договорились. Так, Анатолий, не 4? Друзья, ну я же угадал, да не 4, настоящая магия, это так и работает. Мы сделаем проще. Давайте так, да? Пожалуйста, любое животное вслух называйте. Да. Слон? Так, не жираф, да? Слон. Вы угадали, друзья, потому что именно так слон будет на китайском языке вот так вот, да? Это наше второе предсказание, друзья. Третье оставлю здесь. Третье предсказание самое сложное. Мы сделаем очень просто, нужна, опять же, легкая рука. Друзья, видно содержимое? Читайте, да? Я набрал актеров, которые знают все поколения. Брюс Уиллис, Вин Дизель,
Уилл Смит. Очень много ребят, опять же, все поколения их знают. Мы сделаем проще. Пожалуйста, правую ручку на меня, вытягивайте ручку, ага. А левую в центре открывайте на любой страничке, на круг, наверх, ага. И всем покажите, да, всему залу, я не смотрю, любое имя, ага, открывайте. Все, пусть не называйте слух. Запомнили, да? Если все видели, закрываем альбом, пожалуйста. Есть, да? Все. Спасибо большое. На самом деле, последнее предсказание самое сложное. Друзья, сейчас вы называете имя человека, и я достаю фотографию этого самого человека. Вы кого выбрали? Не врет? Брэд Питт? Друзья, фото Брэда Питта в цвете лет 40-50 назад примерно вот так, да? Но если был бы выбран не Брэд Питт, а, скажем, Уилл Смит, да, я тоже был готов. Да, или Джеки Чан, да? Это мог быть кто угодно. А выбрали кого еще раз? Именно Брэда Питта. Спасибо. Вот такая вот честная магия. Я опять же думаю, да, небольшой напряг. А могли думать, где мой телефон, скотина, да, держу, все будет честно, да не переживайте, Каспи не проверяйте, пожалуйста. Друзья, сейчас самая интересная штука. Я пришел не один. Друзья, как вы думаете, с кем из животных фокусники работают? Кого мы шляпы раздаем? Кролик. Друзья, я пришел не один. Это мой енот Валера, вот такой хороший мальчик маленький, да? На самом деле, если его кормить правильно, да? Вот так он кушает правильно, вот так он кушает неправильно. Сейчас, секунду. Раз, два, три, мы его усыпим. На самом деле, показываешь и детям, и взрослым, все говорят, это же просто игрушка. Ну, тихо. Можно, пока вам доверие, вы держите. Тихо, не кусайся. А сейчас, друзья, моя самая любимая оптическая иллюзия. Это набор веревочек. Смотрите, пожалуйста, такая веревка-малышка, вот такая коротенькая, вот такая средняя и самая длинная. Смотрите, пожалуйста, двойное дно зеркала, что-нибудь есть секретное там? Все честно, да? Друзья, еще раз, уроки геометрии. Это какая веревка? Короткая. Это у нас средняя. И осталась самая длинная, друзья. Внимание, максимально медленно. Это короткая, это средняя, это длинная. Сейчас, друзья, без манипуляций я собираю пучок, я сделаю так, что все три веревки станут примерно одинаковые по длине. Готовы? Раз, два, три. Оба, все одинаковые. Верите, да? Вроде бы все разные, да? На самом деле, это же иллюзия, я же говорю, все одинаковые, да? Короткая, средняя и длинная. Спасибо. Еще раз, друзья, пробежимся. Это короткая, это средняя, это длинная. Убираем одну. Сколько остается в руках? 2, 3 или 4? 3, 4, друзья. На самом деле это одноцельная веревка. Да? Мы сделаем еще проще. Вот так вот. Руки, ножницы. Чик. Очень просто. Делаем снова цельную. Мое самое любимое. Отводим кончики, нежно дуем. И кончики просто отваливаются, да? Завязываем снова на место. И мое самое любимое. Если взять, связать вот такой волшебный узелочек. Пожалуйста, за кончик веревки держите, ага? Видите, как мы его отрываем? Еще раз. Проверьте, пожалуйста, еще раз. Это короткая, это средняя, это длинная. Самая добивочка, опять же, вы проверили все. Короткая, средняя, длинная. Если опять их собрать все вместе, сделать на самом деле все одной длины, точно так же, да? Волшебное дуновение. Мы одно убираем. И сейчас кульминация. Опять же, мы делаем, превращая две веревки в одну, связываем вот такой узелочек. Очень просто все будет. Я отдаю вам конец, пожалуйста, закончик крутите, ага? И вот сюда дуйте на узел. Сюда вот, ага? Чуть сильнее. Давайте я подвину, чтобы удобнее было, да, сюда. И в конце мы просто снимаем, потому что все время это были, конечно же, короткое, среднее и длинное. Спасибо. Друзья, за ваши 2000 я помню, не переживайте. Друзья, в целом, неважно, для какого количества гостей выступаю, всегда доношу простую истину. Чудеса происходят только тогда, когда вы в них поверите. Спасибо. С праздником вас. Очень приятно выступать. Супер. Спасибо. Сейчас мы хотели бы пригласить на сцену представителя попечительского совета Шлегиени Марину Васильевну. Бурными аплодисментами. Поздравляем этот праздничный день с юбилеем. Хочется пожелать всем здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть наша школа процветает и дарит детям качественные знания, хорошее воспитание и, конечно, радостное настроение. Пусть в нашей школе все будут креативны и успешны.
ендеше латин тыңдарыңызды «Любовь, похожая на сон» әнімен ортаға шақырамыз. Қошеметтеп қабыл алыңыздар. Я в глаза твои, как в зеркала, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночей и судьбе твоей. Я люблю тебя, как любит в жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю: любовь, похожая на сон. Счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала, в них я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне. Но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глазах твоих себя не потерять. На разлуке нам любовь не разменять. И немыслимой ценой и своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю: любовь, похожая на сон. Счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Сейчас у нас объявляется свободный микрофон. Желающие могут сказать свои поздравления. Ну и, конечно же, добрый вечер, большая армия выпускников. Я выпускница этой школы 1987 года, Ковалева Ирина Юрьевна. Школа 8-летняя была, мы заканчивали здесь 8 классов. Я хочу отметить, что 22-я школа, она всегда была особенной. Вы заметили, что школа находится посреди своих домов частного сектора. Школа похожа на деревенскую. Поэтому здесь особенные дети. Более открытые, более добрые.
своим педагогическим коллективом. Сильнейшим педагогическим коллективом, потому что 95% выпускников 22-й школы поступали в те учебные заведения, в которые хотели. Но так как школа была 8-летней, мы, конечно же, поступали в колледжи, мы поступали в техникум, мы поступали в другие школы. И действительно не было проблемы поступить туда, куда мы хотим. Ну и, конечно же, 22-я школа, наверное, выйдя из стены этой школы в 1987 году, благодаря моим любимым учителям, лично я для себя решила, что я тоже буду, как они, я тоже буду учителем. Но моя мечта была работать именно здесь, после педучилища. Но судьба распорядилась немножечко по-другому, эта мечта моя не сбылась, поэтому свои годы педагогической деятельности я отдала женской гимназии, но 22-ю школу всегда любила, люблю и буду любить. Это моя родная школа. Милые мои учителя, огромное вам спасибо за тот вклад, который вы вкладывали именно в своих выпускников, в своих детей, за ту любовь, которую вы нам дарили, за всю ту атмосферу, которая была именно в 22-й школе. Ну и, конечно же, огромное спасибо вам, директору нынешней 22-й школы, педагогическому коллективу 22-й школы, потому что не каждая школа может организовать такой замечательный праздник и собрать такую большую армию выпускников. Большое вам спасибо за ту возможность, которую вы нам дали пройтись по тихим школьным этажам. Здесь прожито и понято немало. Спасибо вам огромное. Ну и, конечно же, мы, выпускники 80-х, 87-88 года, вам с подарком. Всем добрый день. Очень приятно находиться в такой теплой, уютной, дружной, семейной обстановке. Спасибо большое за приглашение. Мы также выпускники, год разницы 88-го года. Мы с моими одноклассниками с одного класса, мы также поддерживаем отношения между собой, потому что на самом деле нас схватили эти стены этой школы. Мы благодарны своим учителям. Галина Васильевна, низкий вам поклон. Это для вас. Вам, Ирина, большое спасибо за вашу биологию. Я вот, кто здесь присутствует, прям... Ой, Ирина Григорьевна, простите, да. Да, волнуемся, правда. Очень хочется многих педагогов наших вспомнить. Русский язык, Любовь Андреевна, историю, которую нас вела Анна Андреевна. Я вижу здесь очень много своих одноклассников, которые пониже, повыше. Все молодцы, что откликнулись, что вы здесь все с нами сегодня. Конечно, новые стены, новое здание. Гордо. Вот просто гордо. Спасибо вам за поддержку, спасибо за воспитание новых поколений. Вам всего самого наилучшего. Пусть цветите, пахнете. Это такая тяжелый труд. Я на самом деле сама тоже хотела быть, хочу до сих пор, хотя работаю в другой сфере. Просто низкий поклон всем нашим учителям. Келесі кезекте сіздердің құрметтеріңізге Вайнақ тобының бір биі тамашалап отырайық.
жұлдыз қыздарымыздың орындауында арманыма асылып барамын керемет әні. Қабыл алыңыздар. Уважаемые выпускники, вспомните, пожалуйста, как называется в школе помещение площадью 1/4 гектара, где могут заниматься 2-3 класса одновременно, где иногда посередине натягивают почти рыболовную сеть. Кто скажет? Правильно. Жуткий промежуток времени между звонками, в которых учителя стараются меньше ходить по школьным коридорам, дабы сохранить свое здоровье. Громче, громче. Перемена, верно. Средства самоспасения на контрольных, зачетах, экзаменах, внешне напоминающие японский веер. Шпаргалка. Особое канцелярское изделие, которое в самые неподходящие моменты требуют учителя, а дети потом усиленно прячут его от родителей. Верно. Место скопления учителей и классных журналов, обвешанное стендами с расписанием. Вы правы. Время, которое и ученики, и учителя ждут, а оно все не приходит и не приходит, а потом вдруг наступает и почти сразу кончается, и
эми сахнага сиздердин курметтерибизге Байнак тобунун жана Латифтин орундауында так бир ән мен би тамашалап кубал шапалак.
тынычлықтың адамы болыңыз деп ғұлама әл-фараби атамыз айтқандай, өз қалаған мамандықтарыңыздың ел кәдесіне жарат. Өздеріңізге қуаныш сыйлауыңызға, жұмыстарыңызда табысты болғаныңызға тілектеспіз. Бүгін бізбен бірге болып, алтын уақыттарыңызды қиып, мектебіміздің мерейтойына арнайы келіп қатысқандарыңызға мыңда бір алғыс айтамыз. Мы хотели бы поблагодарить вас за то, что вы сегодня были с нами, провели свое золотое время и специально пришли поучаствовать в юбилее нашей школы. Мы не прощаемся, мы говорим до скорой встречи!